Вот был один близкий мой на этом. Вмазанные они были, На вмазанные, все переколоты. На Ломало им БМВ бегать. через тоннель, говорит, зашел, говорит, в тоннель, говорит. На выезде, говорит, разворачиваюсь, смотрю, кричит, блядь, вот сейчас где светофор, блядь, 4 танка стоят, говорит, и все стволы на нас наведены, говорит. Я остановился, говорит, блядь, посмотрел, но понял, что они не рухнули, говорит, что это, блядь, может мы. Я тихо заднюю включил, говорит, блядь, как ни в чем не бывало, без лишних движений, говорит. Развернулся и опять в тоннель, говорит, заехал, а то расхуярили. Не поняли вы, что это? Да, говорю, они просто не Бес. дали нас, понял? Не Αχտпазаюкси да психоле, бесик, ахтпазаюкси добра. дали. Немного, человек 30-40. Дара, да, а их сколько? Ох, их расхуярили. Немного, нет. Нет, немного. Вася, Ну, их человек немного. 102. Человек 100, Ну, если ты говоришь, 100, больше? Что там их за 500 он говорит? И что там в Гаграх, они валялись вот так по трассе. Гоните, что ли, они еще неделю там валялись, гнили. У меня братуха курицу не хавает. Они вот так по улицам валялись, штабелями курицы их хавали, свиньи, курицы. Потом они не хотели же их забирать. Один момент, короче, собрали их, понял, они на вертолете. Он у черноморца спросите, он вам скажет. Он постом, блядь, про войну прошел, знает это. Они, короче, вертолет приземляли, грузили, понял, цинки, гробы, увозили в море, и в море выбрасывали, обратно прилетали. Потом через полгода, год шторм был сильный, походу, где я живу, от кемпинга до старых Гагр повыбрасывал эти гробы цинковые нахуй. Напрочь. Там вертолет сбили еще один. Что за фон? Почему они выкидывали? Я не понял. Ну, куда они повезли, чтобы паники не было, понял, они, наверное, я так думаю, чтобы ни паники не было, не возили своих туда. Потому у них самое большее без вести пропавших по Гагаринскому району, короче, считается. И самые большие вот здесь захоронения у нас, блядь, на свалке, вот там, где красный. Без, по одной улице, без. Там еще По 2 одной улице июля бои были все. их очень много погибло. Душевский батальон, там процентов на 80. Три батальона было без вести пропавших. Аваза, Чолокашвили и еще какой-то. Чолокашвили, Аваза, Дан Душевский и Шавнабада такой у них еще был. Давай без это, без балагана, по очереди спрашивайте, отвечайте, один по-братски. вопрос хочу, вот, кто может, вы знаете, вот сколько на сегодняшний день ихних без вести пропавших, кто-нибудь знает вообще, говорят они? Блядь, у них валом, каждый второй у них без вести пропавший. Не каждый второй, ну вот там десант, они просят, короче, обращались, помоги, мол, вас найти. Я сказал, ради бога, скажите, где что, хуево, где их искать. Я потом им сказал тоже, вот здесь у нас на районе, говорю, автобус подъехал, Таифа Ачба, еще вот от Гурамичба, отца, короче, бедолаг, взросляков в автобус посадили, до сих пор не знаю, где они, куда они, где их убили. У нас тоже есть без вести пропавшие. Есть, слушай, у нас тоже есть, я знаю. Но их, короче, смотри сюда, вот сейчас идет. Вот этот, за это не надо, тамыш подкинутый, их тамыши расхуявертили, 3 или 4 батальона маму выебали. Больше всех тамышей их расхуярили, больше всего, знаешь, за чего? Они, Вася, на подмогу с Ачинчиры ехали, их там колонну расхуярили. У них не, знаешь, как хуже всего же это, по трассе едешь, не знаешь, где партизаны. И хуячили, пиздец, как по трассе, Вася, машины ихние. Слушай, мой близкий участвовал во всем этом, я там знаю, все подробно знаю, он Шурдик знает такое. Они там маму ебли их всех. Здесь там их сколько погибло. Я как знаю, их от 500 до 600 погибло. Они говорят 400, но пиздешь, их больше погибло. Есть 600 человек, сам, короче, там командир, этот генерал, он сейчас сам этот. Гярг, а ты помнишь, Гярг, деда одно из бригады, самых помнишь, удачных когда наших вывозка операций. была? Ишпа? Деда бригада, скворчели вывозка, когда должны были в Ачинчирах. Да. Бес, расскажи про тамышский десант. Бесик. 15 марта их 7 погибло, наших 222. А они пиздят, что наших 1000 погибло, они ёбнутые. Нет, слушай, нет. Это где? Тамышский десант ты имеешь в виду? Нет, 15 марта. Тамышский десант, расскажи, если что-то знаешь про это. Да, но мы в наступление ходили, ёптом, все заминировано было. Вася, один танк подобьет, второй придет, третий подобьет. У них 50 танков было, ёптом. 5 у них отняли, здесь
И вот эти 50 танков, один Вот хуешь. Сармат тоже пришел. Их, Вася, где-то, блядь, я скажу, в Аджибжах тоже хорошо грамсанули, Вася. Короче, я Вообще вам в другое Ачинском скажу. Вот районе прошло, много подожди, что-то хуйни. скажу. Прошло 32 года, короче, Вася, они, понял, не хотят забирать останки. Короче, вот только в том или позапрошлом году, вот сейчас у нас где свалка в Гаграх, Красный Крест, вон там они захоронены, понял? И Красный Крест вот сейчас начал работать. А знаете, почему до этого они не забирали? Выебывались, мол, мы не хотим, мы будем эксгумировать, мы будем, им сказали, эй, хуилы, угомонитесь, вот Красный Крест, ОБСЕ, пусть занимается, вы здесь нахуй не нужны. И они выебывались, понял? Без нашего типа ведома вы не будете это делать. Не хотите, понял? И прошло вот 30 лет, ёпта, они решили выкопать, короче. Он там, и то они, короче, там в год по одному выкапывают, там целый в натуре, там это, короче, это стрёмная хуйня, там сотни их закопаны на Ипнаре, на Красном Кресту, на свалке, короче, ну пиздец. И то это не, бля, не из-за гуманности их хоронили, а потому что, блядь, почву заразили бы, воду заразили бы, блядь, там пиздец, короче. У нас 15 марта, Вася, чуть-чуть командование нашего хуйню набороло. Во-первых, нас за день до этого подняли, Вася. Всех подняли, короче, привезли. Вот где тещин язык мы сидели, вот наша группа. И нам сказали вперед. Мы пошли загруженные, пиздец, какие затаренные. Мы должны были вот так пройти, где тут на Хада по новой дороге, на Чанба и на Красный мост. Прикинь, вот такой план был, Вася. Прикинь, только наша группа. Тонину хату еще не сожгли тогда без? Блядь, сожгли, по-моему, я насколько помню, сожгли, да. И и к чему говорю, мы да хуя с собой взяли, пиздец, каждый чуть ли не цинк с собой патрон взял, эти снаряды гранатометные, пиздец, заебались таскать, гранатометчик плакал, помогите, не могу таскать, ептом. Он таскал, мы еще для него отдельный, короче. К чему говорю, пришли, нам кричат, отбой вас, идите вас назад. Ёпта, пешком ты, прикинь, до поста ГАИ мы дошли, обратно пешком пришли, охуевший, все болит. На второй день кричат, вот сейчас идите вас. И мы опять пешком пошли, и опять вас оттуда вернулись, охуевшие, стоять не могли, сидеть не могли, все болело. Вот это хуйню пиздец как напороло. Многие группы отбой им дали, они на хату поехали, даже не знали, что на второй день наступления. Многие случайно узнавали. Вот такую хуйню можно было сделать. Потом смотри, какая хуйня. Гудаутцы прорвались, короче, и где Тун на Хада, где зеркало, понял? Их человек 200-300, там несколько групп, ураган, короче, эвкалипт, все. А мы по Верхнеширскому мосту, понял, должны пройти, Вася. Спускаемся, там, Вася, пиздец, 22 человека было, 7 на минах подорвались, короче, помогите, мы их... Это Гадский про что писал, да? Я читал Нет, это они, что прошли, это их, это наши, говорю. Вот перед нами, мы на Верхнеширский мост спускаемся, уже вот-вот рассветяет сколько. И, Вася, смотрим, навстречу идут, Вася, блядь, настилки, помогите, Вася. А вы спрашиваем, что случилось? Говорит, нас 22 было, 7 на минах подорвались, один умер. Прикинь, они сейчас оттуда, мы их вытаскиваем, сами туда должны идти в ахуе. Короче, им помогли, короче, спустились, рассвело и пиздец. Минометом начали нас хуячить, охуеть. Вот так снаряды видел, метров 8 над головой провидали, блябу. И Вася пошел, подъехал БМП, где ту на хата и хуячит. БМП чуть выше, чтоб скала рушилась, камни на нас чтоб падали, а танк прямой наводкой хуячит. А там снизу подбили один танк, Вася. К чему говорю? Вот тогда эти гудаутцы кричат, давай мы дальше пойдем. Им кричат, нет, ждите, сейчас через Верхний Шерский мост пройдет Чаратын. Вася, нахуй, вон там в кемпинге человек 30-40 их осталось. Возьми, дай команду кемпинг, почистите, и мы спокойно через Верхний Шерский мост пройдем. Какого хуя мы перед Верхнеширским мостом застряли, нас хуячат со всех сторон, с Угуровки, с кемпинга, блядь. А эти сидят там, ждут нас, понял? Вот целый день, Вася, наше командование додуматься не могло, что кемпинг, дай команду прочистить, ёпта, там 300 человек гудаутцев было, ёпта. И вот, блядь, если взяли бы, почистили бы кемпинг, мы еще тоже перешли бы вместе вот это с Угуровкой, весь это пустой. До Роснефти дошли, Вася, просто селенок не хватило, блядь. Вася, и рации у нас не было, отсыревшие, связи нету, охуевшие, не ловит. Хуй его знает, вот такая хуйня была какая-то. Рации очень хуевые были, пиздец какие. Это 20 человек, командир.
говорил, не идите через Верхний Шерский мост, я 7 потерял. Смотрите, звонит Давид Блядина. Жопа кричит справа и слева, мини кричит, идите через речку. Мы командование спросили, они кричат, нет, нет, как говорили, идите так, мол, Вася, вперед, блядь. Ну, вот, Вы через мост пошли, да? Мы не смогли вообще пройти, мы к мосту подошли, Вася, и у нас бой начался. С Угуровки нас хуячили с кемпинга, и танк БМП подъехал, у нас минеров нету, ёпта. Этот Вася фраер кричит справа мины, слева мины. А я ему кричу, а по асфальту, ПКМ хуячит, хуй пройдешь, кричит, ёпта. Пиздец, мы, Вася, звоним команде, они кричат, давай через речку пойдем. Они говорят, нет, идите прямо, ёпта. Скажи тогда гудауцам, пусть почистят кемпинг, мы спокойно по асфальту перейдем в Верхний Шерский мост, ёпта. Слышь, Бес, а на Цугуровке в натуре хохлы стояли, вот эти уна-унца или унца-унцо. Они вообще шрома, вот тех местах сидели, да. Цугуровку, говорят, они артиллерией командовали. Там Цугуровки нас хуячили, мы прямо видели, Вася, как они хуя, вот так чуть выше попадали пули, камни нам на голову прилетали, Вася. Прямо вот так трассерами видели. Слушай, а что вот это с верхнего моста Гумистинского, что, Цугуровка видна, да, туда? Вася, да. Первый снаряд, когда прилетел, вот только рассвело, и бах, что-то пиздануло. А я вон там 2 елочки стоят, знаешь, перед Верхним Шерским мостом, он там стоял. Еще подумал, ёпта, с граника, что ли, он по нам хуячит сверху вниз. И вот так наверх смотрю, и вижу, что-то как камень летит. И уже метров, когда 40 оставалось, вижу минометный снаряд, я же его видно хорошо, он не как пуля летит, так, знаешь, сзади стабилизатор имеет, Вася, охуительно его видно было. Штук 7 снарядов он пустил, Вася, хорошо, что в асфальт не попал, бля. Туда в лес, понял, попадало, и после взрыва деревья прилетали туда на трассу, на голову. Потом он конец батальона нашего поймал, вот сзади кто был, их, Вася, пацанов от чемчирских покоцал, поубивал там человек 5-6. Слышь, Бес, а почему они ни разу за год наступления не пошли? А потому что, я тебе скажу почему. Они перед 3 сентября, когда Арзембас встречался с Шеварднадзе, решили, короче, перед переговорами, чтобы дивиденды какие-то получить, наступление пошли на Гагаринском направлении. И тут у нас 31 августа это было. Они, Вася, долбоебы, понял, все в пехоту, в БМП залезли туда внутрь, короче, 4 танка, МТЛБ, бля, также им, Вася, стрёмно идти. Они туда залезли, короче, подбил близкий мой, знаешь же, который умер недавно, Вася. Бедолага, герой Абхазии был. 1 снаряд имел, Вася, как хуйнула МТЛБшку, водителю ноги оторвало. Это потом я грузины писали, понял. Они думают, на мине подорвалась эта МТЛБшка. На самом деле он ее граником подбил. И, короче говоря, 1 танк у них застрял, где ферма, блядь, на грунт сел, Вася, хуй там стоял внизу. А 2 танка у них поперло на Нижний Шерский мост, обои, короче, подорвались, понял, на минах. И вот эти танки мы потом и захватили, короче, себе. Одну БМП, ее и побежали, хата туда, короче. Там их хуярили, добивали, короче, в школу они забежали. Там у них, Вася, хуеешь, у трупов, короче, по 5, по 6 штук золотые цепочки были, мародеры, видать, какие-то, понял? Пиздец, Вася, у одного, говорят, штук 6 цепочек золотых, Вася. И презервативы, женские трусы. Верно, вот, 31 августа они ходили между огуречный лосьон, там вся хуйня. Да, точно, вот, да. Это Рэм базарит, да. В кадре вы видели, 2 танка стоят, дым идет, а его, Вася, под мостом Нижнешерским. Вот это же там было. И там, короче, я помню, нам медсестры подошли, кричат, нам труп, мол, короче, за него дают. Он этого Надаришвили, племянник или кто-то, короче. И принесли, я помню, его документ, 165 номер, 18 лет было, парню, Вася, здоровый, там, короче, уже, вот. Походу, сам нечаянно, знаешь, как в кустах спрятался, Вася, и с нашей группой пацан кричит, смотрю, короче, около танка, ищу там, кто труп и что, и вдруг, цик, услышал такой звук, кричит, видимо, он передернул ТТшку свою. И он говорит, я туда в кусты очередь дал, понял, и бах, Вася, он его, видать, попал, Вася, и тот отпустил чеку и взорвался, короче, фаер. И потом за его труп дали, наши 6 трупов дали за него. Вот. И после этого они поняли, ну его нахуй, куда идти наступление, блядь, жертвы будут. Поэтому взяли просто, Вася, мины заложили, сели глухо в оборону, мол, абхазцев мало.
пусть попрут, мы их похуярим и, блядь, договоримся, короче. Куда они денутся за ним? Ну, мол, бля, их же мало, блядь. Понял? В обороне-то легче сидеть, блядь. Да. Так или так, нихуя они не смогли сделать, нахуй, они, блядь. Вася, ихняя артиллерия нас, Вася, мозг выебала, эта артиллерия ихняя, Вася. У них столько стволов было, они так нас хуячили, эта артиллерия, это жопа, Вася. Вот ты 5 представь, декабря. как они были уверены, когда они вот первые месяцы, вот какая была у них уверенность. Просто представь тебе. Короче, 5 декабря, вот даже день помню, короче, перемирие до этого было, я в Москву поехал, приехал, что-то форма, затарился, ботинки, мы же нихуя не имели, его мамба, заебались. Каждые 2 дня туфли меняли, рвались они у нас. И, короче говоря, в Худауду приезжаю, говорю, сейчас сегодня, может, наступление будет. И сейчас в Ишерах сидим, все, ждем. А видать, они услышали, что мы, может, наступление пойдем. И 12 ночи, какое хуялово началось. Вася, такой артобстрел начался, прямо видно гаубица, он там, знаешь, откуда свечков, оттуда, понял, снаряд красный, прямо, град начал работать, верхнюю шеру, нижнюю шеру. Какие, Вася, видео этот, имел бы камеру, я такие съемки снял бы. И прикинь, вот это они утюжат, короче, нашу территорию всю, и в ответ ни одного выстрела, вот клянусь махами, хоть мы хотели с граника стрельнуть, и то у нас, Вася, было по 4-5 снарядов. Куда стрелять, Вася, вдруг они наступление пойдут, чем танки сбивать. Хотели хотя бы граником ответить. И вот так, короче, минус 40 они похуячили. Убили там человек 5-6 бедола, которые мандарины собирали. Простых жителей в Нижних Эшерах, в Шискваре. И тишина, их обстрел закончился. И вдруг над нами, понял, прямо над нами как ракетница, штуки 4. Думаю, ёпта, наступление идем, что ли, наверное, это знак, понял, ракетница. Оказывается, это лазань была, понял, над нами прямо скорость набрала и хуйнула туда в сторону Сухуми. И мы такие радостные, лазань, 4 снаряда пустили. И мы, мама, нас 40 минут дрючили, охуешь территорию, градом хуячили, гаубицами. А мы радостные, хоть лазань 3 штуки улетела. Потом, когда они говорят, что они с русскими воевали, вы, мама, мне смешно, прямо с махами. С русскими. Алла просит, лайкайте, ребята, лайкайте. Здорово, Альдо. В Восточном фронте тоже их хорошо похарили. А их там еще больше похарили. Кто-то жалобу сделал, понял, чтобы этот эфир не видно было. Ну что за хуй? Именно на Восточном фронте хорошо подключили, потому что там партизанская война была. На трассу выехал, расхуянил, взял, чухнул. Вот эта группа легендарная, которая, я имею в виду, и состояла из вот этой танкисты. Я просто в подробностях знаю, что они творили. Аваза батальон армяне были тбилисские в основном. У них Аваза назывался. 80% армяне были тбилисские, Аваза батальон. Это бронетанковый батальон. БМП. Смотрите, как назывался еще раз, Абаза или Алаза? Аваза. А что это значит Аваза? Хуй его знает, что Хуй значит. город, его город знает город. Как гальцы базарят. Хуй город, его город знает город. Вот я Он город сказал, что тот город не придет. Да. Пока город говорит, думает, что сказать. Ребята, вот это между лежаками. Джамби, как его, в смысле? И думал. Дай человеку сказать, я потом приколю. Я говорю, вот напротив школы Тамышской, Вася, там штапелями, Вася, лежали штапелями, там их расхуявертили просто. Да, именно там, вот где школа, там между постом Гаива. Почему они постоянно за Халдабу скулят, Вася, постоянно, Вася? Ну, а Халдаба это фактор неожиданности был. Вало, спроси у Вала, он тебе расскажет. Он на Халдабске в душе. Там Волчара был. Вот они говорят же, блядь, в наших домах, вот возьми, начни с Ахалдабы до Трекинского поворота, везде лес, где они жили. Кто, блядь, их дома занял? Ты знаешь, Вася, ну они, знаешь, какие дома говорят в городе, вот типа в Сухуме, а так, понятно, эти в Ахалдабе, кому дома нужны. Короче, это вот что хотел рассказать. Гига меня не поднимает. И тут слышу, короче, заходит какой-то Вася Гальский, говорит, ребята, я сейчас такое вам расскажу. И начинает рассказывать, короче, вот этот случай.
близкий мой клиент, его семью убили, даже 9-летнего ребенка не пожалели, джикербовцы, понял? И еще 2 семьи, там, Габуния, еще одна семья. В одной семье, короче, женаты были, ну, такие, знаешь, Габуния, ну, абхазцы, короче. И к чему говорю, 3 семьи убили, это было в Азюбжах, все знаем, кто это сделал, что это халдабские были, понял, знаем, что, кто, что, все. И тут он это рассказывает и говорит, Вася, бессовестный, и на нас понял, ну как они могли, что это за люди, ёпта, я кричу, Гига, подними, я тебе расскажу, ёпта, что там хуй не поднял меня. Ты прикинь, они еще нас в этом обвиняют. Ёб твою мать, село Азюжа, блядь, в наших, что ли, руках было? От Очинчири до Сухуми, что, блядь, от к морю, понял, от трассы. Там Лучше что, они были? 12 или 13 семей расстреляли просто мирняков. Гандоны, Вася, как можно на нас это еще, нас в этом обвинять? Мы что, своих детей убивали, что ли? Или Ну, в такие, Азюжах, блядь, я не абхазцы? знаю. Это я тебе вчера говорил, что бесполезно. Вот это ничего не богатыря, дочку, где в Да, Кинге, да, что ли, да. сколько лет было это девочке тогда? Да, на у Нахуй бабушки. врать, Василий? Зачем врать вас еще таким пафосом, мол, плачет, мол, негодяи, как они могли своих женщинам, говорит, головы отрезали. Ёб твою Знаешь мать. что, бес, они Вообще реально в театр. это верят, им вот это рассказывают, и они думают, Да. что это правда, ты не понимаешь? Да, потому я заходил и им, Вася, говорил, это пиздеж. Вот посмотрите сами от Сухуми Ты до не- Чичиры. Ты Кто не был, понял, блядь? ты никогда не переубедишь их. Не, ну, Вот я я тебе называю, говорю, смотри, даже вот если он мозги видеосъемку имеет, покажешь, они не я его поверят. спрашиваю, Да а при Сухуми чем, до Петь, я им Чичиры? вопрос элементарный задаю. Когда Гагру брали, куда вы уходили? Они говорят, в Сухум уходили. А Пиздец, сюда в Вася. Россию чухали, блядь. Людка Пиздец. наша. Ну вот Это я самое спрашиваю, у них, позорное. они не могут на этот вопрос ответить. У них ломается система сразу. С Гагри куда Вот вы это отпустили? самая позорная дата в новейшей истории Грузии, Вася, когда их выпиздили, Вася. А знаешь, день 3,5 артиллерии, миллионную нацию, день Вася. славы грузинской артиллерии, они 15 марта назвали, охуеть. 3,5 миллионную нацию, Вася, разъебала, Слушай, Вася. а вот это Вульф постоянно 90 что-то тысяч, рассказывает, мы вас там разъебали, мол, где они, вот что они разъебали, какой-то бой он рассказывает. Вот у Вообще, них, знаешь, я вообще, вроде... подожди вот секунду, вот даже возьмем 16 марта, да? Вот цель-задача закрепиться на берегу. Вот смотри, что цель-задача была выполнена, закрепиться на берегу? Была. Была же? Вообще, Факт? вообще на Факт. Ну, самом просто деле, 15 марта Отвлекающий Гену отдали, маневр не дали. был, У них командование собралось, говорит, ёпта, они уже просочились на платформе от Чадара, Афон и Шерский батальон уже дошел, здесь хуярился с этими халаевцами, короче, и Мерхеульский, вот этот батальон, он на Нижнешерском мосту, вообще вот эти были ганахлебцы, Мерхеули, вот эти гулерипши, ихний батальон. Постоянно. И еще подмогу вот этот батальон полицейский Ахалаевский тоже туда, короче, пришел. Там соседа моего ёбнули даже, охуеть. Ахала это лысый, вот этот, который Да, мазан. блин. команда да, номер 3 вот этот. Если Да, он так- воевал на туре вот это Ахала или Он Сиафан? командир блин. был сейчас, впереди Слушай, него, на я знаю, охот было, знаешь, на какая охот. хуйня была. Гаубицы наши хуярят, короче, вот эти 4 гаубицы у нас было, вот эти, единственное, что я видел, что гаубицы у нас были, ёб твою мать, 4 штуки. И он, короче, снаряды, когда падать начали, в бункере сидит, понял, там, где гума, понял, он там. И говорит, отлично, разомнемся, кричит. Понял, духом подбадривает. Они знаешь, кого взяли? Абга, вот это что мой родственник. Его в плен же он взял именно Ахалая, знаешь? Натуре? Абга чухнул. Да, чухнул, подвешенный, висел и этот вверх ногами и чухнул. Чьярда приему шу, Хамзат? Абга, Паранди. А он с какой группой был? Он, значит, Афона и Ширской был в группе? Наверное, я сейчас не помню точно. Там на Нижнеширском мосту они с ними хуярились. Абга, Волчара был. А там их мемуары, слушай, десантники, бать мой хуй, как они любят. Я их подъебываю, говорю, еще это пакистанский спецназ Чахотлар и Гурхи, ваш спецназ такой есть английский. Что такой, хотели, непонятный. они с Тбилиси приехали вот сюда, что хотели, смерть нашли свое, не охуеешь? Слушай, там всех козлов собрали, отпустили, Вася, кто сидел, блядь. И вот они, Я, блядь, знаете, что не могу понять? Вот у них передают там герой Грузии, погиб в Абхазии, герой Грузии. Какой он герой Грузии? За что ему герой Грузии дали? Они специально это пишут. Они даже пишут уже герой Абхазии, охуеешь.
У них нету ордена Герой Грузии. Вот есть там Герой России, там Герой Абхазии. У них нет такого ордена Герой Грузии. У них высший Медаль орден. Горгосала. Горгосал, Да, орден Горгосала. Вот это хуй Каркарашвили Значит, имеет они 3 пиздят, короче, да, типа... Да, вот это хуй Каркарашвили ебаная, блядь. Он имеет А вот эту орден фотку видел, Горгосала. Гоша, на улице валяется в военной форме какой-то ветеран войны. Почему вот таким они не хотят помогать, здесь выебываются, сидят? А, это в городе, который сидит. Им короче, бы рханы ба сагала да? ше. Ичтарбуга не кажу, брат. Да. Брика Замороженные анетки башванр. Там, знаешь, какой момент был, Вася, вот где, знаешь, где массив первые хаты. Оттуда вышел, короче, наш, понял, с нашей группы, они там, даже наш сосед там был, короче, я потом тебе скажу, кто там был. В этот, и взросляк, понял, который ниже тебя живет в соседнем подъезде. Вот. Он там был, там ПМПшка, охуеешь, на наших наехала, по огородам начала, понял, ездить, давить вас, вот так переехала, ноги вас, пацану, охуеешь, ничего не случилось с ним. Но там, знаешь, какой прикол был? Собрались они, короче, понял, и вдруг выходит из огорода и по-грузински начинает, мол, ау, там пиздец, мол, идут абхазцы, они где, мол, ау, собрались все, и вдруг он, короче, пока суета была, вышла, как уебал с граника, короче, понял. БМПшку уебал, скорая подъехала, скоро уебали, водителя убили, там пиздец, что было, Вася. Вот там ранили, знаю, Вася, несколько человек, вот кто там был ранен, понял. Вот этот фраер такой шухер там навел, охуеешь. Прикинь, Пещерский, Слушай, а это в натуре прикол же, это Чечнеби, моды с Чечнеби, у вас измены были у них. Это мы сами в начале войны, Вася, я, блядь, здесь приколы, Вася, отмачивался. Пацаны говорят, скажи что-нибудь, и я, Вася, акцентом таким, там люди проходят, здесь железная дорога, понял? Мы сейчас хотели на них напасть, они на маяке стояли, несколько танков, и, блядь, там, гвардейцы. И мы сейчас подъехали, короче, через огороды хотим на них напасть, Вася, и стоим, ждем. И люди проходят, Василий, пацаны, что-то скажи им, как будто ты чех. Я говорю, здесь, бля, абхазцев не видел. Они говорят, нет, я говорю, скажите, братья чеченцы приехали, понял? Они, пацаны, что-нибудь скажи еще по-чеченски. Я говорю, откуда я чеченский знаю? Ну, скажи что-нибудь. Я им, знаешь, что сказал? Саш, ты налой, цыбрфынник, поддерколой, там бртал. Ай, хабус, пацаны, припрашты. Сам умираю, все смеху его мали, все прячу, все смеются. А эти люди охуевшие думают, это кто такие, с зелеными повязками. Пиздец, я кто. Эй, блядь, пиздец. Мы с бутылками зажигательной смесью бегали, охуеешь. Еще танкист подбегает, говорит, Ора, сразу не взрывайте, говорит, если сможете, снаряды спиздите. Я говорю, ты что, ебнулся, что магнитофон с машины, что ли, ёпта, как я тебе снаряды вытащу, ты ебнулся? А снарядов не было. Ни один гурджик не сидит, кроме этого доктора, прикинь нас. Минетчика нету его тоже. Пока мы там стояли, прикинь, женщина побежала, оказывается, нас учнула. И мы по железной дороге идем, думаем, сейчас мы к ним подойдем. И как хуялово началось, пиздец. Я там чуть Сашу Амичба нечаянно не убил, вас чуть затылок ему не распиздячилось. Пиздец. Видишь, а вот это, где пацаны вот это зашли, как это район называется, Арзика, группа, ну Арзик, они вот где застряли в доме. Зорького, да. Мы, походу, прикинь, вот Как утром, они, короче, прикинь, сколько их там что было? писал? мы, Да, они короче, до утром Талова, встретились. прикинь. Ты читал, Представляешь, Гоша, это как- Гарский, что писал? Я это читать нет, кто там был, ну, знаю эту историю. Ну, Ну, вот он, просто кто там они был и писал, там почти. голыми руками, слушай, танки брали, Вася, на танки Там залетали. пиздец какие приколы были. Вас вот Гарские этого почитайте. Мы за гумистой Почитай, Гоша, эту Там вот пиздец, Гарский, Вася, что что пишет было. про эту тему. Я помню, Прикольно, это кстати. днем 2 миномета Как его хуячило, зовут? по два Автогарский, снаряда, Вася. Автогарский. По 2 снаряда вот так хуячило. ну, ты прикинь, какие они духовитые были, их окружили, Вася, шанса Да, нету. слушай, да. Они Ты там почти сколько вот это держались? всё Без, делаешь. сколько по Знаете, часам ебали, они? Вася. Они, Три Вася, дня мы, ебали походу, не Путина. знали, понял? Мы не знали. Если бы мы знали, нам, знаешь, что сказали? Вот, короче, 15 марта вечером, понял, мы отошли и думали, сейчас опять через речку, понял, пойдем в наступление. И нам кричат, какой, мол, типа, Вася, ёпта, отошли там, пострадавших, нахуя, мол, типа, такая хуйня, сейчас ждем приказа. И, Вася, поехали в штаб, приехали наши, Олежка, там, они, понял, взросляки, и кричат, Сугуровку надо брать. И пиздец, короче, началось, Вася, что взросляки кричат, ёпта, 2 дня туда-сюда ходим, машину даже не прислали.
Его мама была с тещиного языка до Верхнеишерского, туда-сюда 2 раза пойти вас нелегко с такой тяжестью, ёпта. Мы же не ВДВшники. И в натуре фраслики кричат, ноги болят, ходить не могу, у кого-то спина. И этот список делать начали добровольцев, короче. И молодежь, бедолаги, туда все записались. Такие, знаешь, кто молодые пацаны были совсем. Потом отменили. Но я, знаешь, чего не понимаю? Почему не сказали нам, что там пацаны, и что можно было спасательную операцию какую-то, понял, прорваться через Верхнейший? Можно дохуя чего было придумать. Мы даже не знали, прикинь, что они... Слушай, там уже, когда они уже закрепились, вот, где этот, как Тума, где жил, там можно было через Верхний Шеру пройти, блядь. Да, вот надо было вот это сделать, я вот это говорю. Через трассу Верхнеишерский мост надо было уходить, а не через речку. Их начали с 2 сторон из кемпинга, и оттуда снизу, понял, да хуя кто в реке умер. Надо было через трассу хуярить, что там осталось, это метров 200 кемпинг почистить. У них в кемпинге мало народу было. Сперва оттуда БМПшка выезжала, они ее ебнули, весь десант нам выебали. Первая БМПшка, что оттуда выходила с кемпинга. Вторая со стороны города приехала, они ее тоже расхуячили. Вот статью почитайте эту, если там все это есть. А они это БМП зацепили, во двор себе загнали, хуярились. Ну, да, вот. Арзик с этого... Бля, знаю, один наш тоже КамАЗ оттуда укатил вас. Там пацан молодой был, у вас 18-летний или 17-летний, пиздец, какие цирки творил. По-моему, Агрба его фамилия у вас была. Он потом от миномета, с осколок минометный Шромах вас его убил. Он еще интервью дает, молодой пацан совсем. Сухумский был, да, или? Нет, Гудаутский был, Гудаутский пацан был. Вон там Арзика из Любу, вот утром мы встретились, с бункера выходим, где пост ГАИ. Он там, короче, вот не доезжая поста ГАИ, когда едешь с Гагри, вот не доезжая поста ГАИ за метров 100-150, такой бункер по трассе был. Вон туда нас загнали, мол, ждите, сейчас приказ будет и пойдете. И сидим, ждем, и нам сейчас выходите, мол, отбой, там что-то. Самолеты должны были наши бросить, бомбы вакуумные, которые, блядь, мины разминируют. Нихуя что-то они не бросили, типа отбой, блядь. И мы выходим, и Арзик, как раз ихняя группа, вот Гудаутская, понял, мы встретились, друг друга поцеловали, они как раз друг за другом шли, Зюба и Арзик. И мы все друг другу говорили, в Сухуми встретимся, понял, вот кто с разных групп встречались, пацаны, все говорили, там в Сухуми встретимся. Вот тогда последний раз я их видел там. Бедолаги вас, как жалко мне их пиздец. Сколько ребят погибло, блядь, пиздец все. это Вася на самом деле... Потом они еще будут свой рот открывать, мы вернемся. На мой коту вы вернетесь, блядь. Это я вас в шутку говорю, самый короткий анекдот в Абхазии, мы вернемся. Ждите. Ждем 30 лет. Я еще короче знаю анекдот. Скоро. Я иногда в шутку говорю, знаешь, у Лермонтова стих есть, там, а годы идут, все лучшие годы. Я говорю, вот ты поставили уже его, мама, так и умрем, и жизнь проходит. Вот у меня Вы представляете, какой страх в них заселился?